Вот, ребят, утро 17 мая. Сейчас, знаете, время 5 часов 15 минут 6 утра. Спалось вообще капитально хорошо. 2 раза ночью вставал. 1 раз, вчера рано лег я, после 6 уже вечера лег. Где-то после 11 я вставал. Косачи такой, даже непонятно где. Слышно, что где-то с десяток, наверное, атакует. Прям кипит, это журчание такое. А в какой стороне определить не смог. Вот 2 раз еще вставал. Где-то около 3, наверное. Жарко спать. Тепло. Вчера забыл показать такие открытки. Это от подписчика Владимира. Один и тот же подписчик мне отправляет. Вот так это все выглядит. Именно привез сюда, в избушку, куда-нибудь повесить надо. Такие открытки. Я еще на улицу не выходил, сразу чай налил, хочется попить горячего чая. Действительно, чай горячий, печка теплая, чай тоже теплый. О, хорошо. Потихоньку надо просыпаться. Сегодня вроде дождя. Пока дождя нету, надо поработать. Надеюсь, хорошая погода будет. Выйдем на улицу, посмотрим, что и как там. Воздух-то какой свежий. Тулан испарился. До сих пор такуют, ребят. Всю ночь таковали, всю ночь. До сих пор такуют. Примерно понял, где они. Тулан куда-то ушел. Но я пока ничего не слышал. Слышите звук природы? Ох, как такуют, ребят, косачи. И облачно становится. Что-то погода не очень мне нравится. Вот, сегодня, ребят, займусь ремонтом избы. Сегодня уже будет обраться изба у меня. В первую очередь, с чего я начну, это уберу вот это бревно. Потом домкратом, если получится, я подниму избушку. И дальше уже дерну оттуда вот первый венец. Первый венец, первое бревно. Оттуда я вытащу. И вместо него уже поставлю выберу какое-нибудь бревно. Поставлю. Потом уже вот эти длинные две штуки надо поменять. Очень, очень трудоемкая, очень тяжелая работа, конечно. Не знаю, моя поясница, моя шея выдержит. Нет, это... Но раз начал. Раз приехали, раз начал. Надо уже довести до ума. Да, ток, конечно, мощный. Такует капитально. Тулан куда-то далеко ушел. Тучи там пипец. 2 дня вроде без дождя еще.
знаю. Ладно. Ну что, давайте начнем работать. Сперва поработаю, а потом уже буду готовить завтрак, обед. С утра аппетита пока нету. Приподнял один угол. Бля, земля сырая, в общем. Домкрат тонет, во-первых. Стекла трещат. Одним словом. Сейчас еще как бы в ту сторону подниму. И уже буду вытаскивать это бревно. Ну пока так оставлю. Понятное дело, блядь, все. Как ни крути, все тонет. Даже эти бревна. Сырая земля. Ну потихоньку, хоть начало есть. Один угол уже как бы подняла.
Рассказываю, показываю. Поменял первое бревно. Дальше я не знаю, что-то я смогу или нет сделать. С наружной стороны, ребят, все болотень. Домкрат тонет, вода по колено. Внутри избы подполье криминальный ледник. Представляете, что творится? Ледник там. Не подложить ничего там. Как сказать, под это бревно сейчас мне надо вот это сруб полностью сейчас приподнять уже вот с этим бревном. Но у меня, я не знаю, получится или нет. Во-первых, поднять, во-вторых, подложить под это бревно что-нибудь. Мне надо хотя бы метровое бревно туда ставить, но невозможно, там ледник. Я совсем огорчен, совсем. Сейчас уже, как бы, знаете, вот как в играх уровни усложняются.
Первый уровень, первое бревно, это самое легкое, как бы, ну, поменял. Это уже можно считать, что поменял. Второе, вот этот бревно. Сейчас уже мне надо первый угол, второй угол поднять, третий угол. Чтобы поднять вот эти углы, мне надо разобрать полностью коридор. Пол у меня на этом бревне. Считай, мне надо разобрать коридор и уже дернуть отсюда вот это длинное бревно и уже вставить. Бля, вообще жесть, конечно. Потихоньку, помаленьку, но ну вот чуть-чуть неровно встал. Невозможно потом. Вот как будто вот снаружи. И так и сяк пробовал. Блять, выходит и все. Там, наверное, куда-то упирается это бревно. Это фиг с ним. Самое главное, если длинно это поставить. Вот эти здесь все ровно, четко. А там уже... Так. Ладно, буду думать, что дальше делать. Пробовать надо все равно. Пробовать надо вон тот угол поднять. Хана, конец. Короче, хана. Дело дрянь. Дело дрянь. Не знаю. Что дальше делать, просто не знаю. Показываю его. Видите? Что творится? Домкрат беспомощный тут. Изба не поднимается, а домкрат тонет. В прошлом году я приезжал в начале июня, наверное. Как бы почва уже более-менее была. И осенью хорошо было. До осенней вообще заново как-то не хочется оставить эту работу. Хочется сейчас все это закончить, чтобы осенью, блин, этим заниматься или охотиться там тоже. Хрень какая-то это место оказалось. Ошибся я с местом постройки избы. Надо было, если взять в ту сторону, где-то метров 400, наверное, там уже яголевый пруток был. Да.